Против председателя Верховного суда собраны доказательства в преступлении, заявил глава ГКНБ. А вот дать разрешение на ее привлечение некому. В дисциплинарной комиссии неполный состав. Были гордостью, стали позором. Именитые спортсмены все больше мелькают в сводках об арестах. Почему чемпионы идут по наклонной? Не хвастают, не зазнаются, учатся и даже уже работают на благо кыргызстанцев. Отличившиеся студенты награждены президентскими стипендиями. Женщине, потерявшей мужа и ютившейся в железном контейнере с детьми, односельчане построили дом. Далее об этих и других новостях более подробно в студии Джолдош Исаков. Здравствуйте. 20 миллионов долларов Россия выделит Кыргызстану на выплаты зарплат бюджетникам, пенсии и пособий малообеспеченным семьям. Сообщается, что безвозмездное финансирование в целях покрытия разрыва бюджета идет в рамках достигнутого соглашения между правительствами двух стран. Деньги должны поступить до 30 декабря этого года. В числе договоренностей по предоставлению этой помощи есть пункт об отчете по использованию этих средств по назначению до 15 марта. Кроме того, кыргызская сторона предоставит российскому партнеру утвержденный Джугурку-Кенешем республиканский бюджет страны на 2020 год, отражающий предоставленную помощь. Торги были фиктивными, земля на аукционах продавалась только определенным лицам. Эти факты выявил Госкомитет национальной безопасности и сегодня задержал начальника муниципального предприятия «Бишкек-Главархитектура» Асхата Тюлебердиева. Следствие сообщает, что существовал сговор между работниками мэрии столицы, управления земельных ресурсов, чиновниками столичного архитектурного ведомства, а также третьими лицами. Если госслужащие преследовали корыстные цели, чтобы обогатиться, то граждане, чтобы им досталась победа на аукционе и, следовательно, земельные участки. Таким образом, торги были фиктивными, а победители заранее определенными. Задержанные водворены в ВВС СИЗО ГКНБ. Рэкетом промышляли наши сограждане и в Москве, причем в отношении своих же соотечественников. О задержании двоих парней рассказали в представительстве МВД Кыргызстана в России. По их данным, молодые люди вымогали деньги у земляков, о чем пострадавшие сообщили в их службу. В итоге удалось установить личности неизвестных, которые, как оказалось, пытались организовать контроль за предпринимателями из Кыргызстана, работающими в Москве и Московской области. Поборы, по версии следствия, взимались с кафе, ресторанов, строительных рынков, со строительных бригад и служб такси, в которых работали мигранты из нашей страны. Вымогатели заявляли, что деньги собираются для поддержания так называемой общаковской кассы. Одной из их жертв стал таксист, которому двое подозреваемых подсели в машину на перекрестке и, угрожая ножом и пистолетом, стали требовать с него деньги. Забрав почти 9 тысяч рублей, они потребовали еще 30 тысяч, сообщили в представительстве МВД. Задержанные уроженцы Иссыкульской области. Один, как отмечается, ранее судим, второй замечен в связях с ОПГ. Судимые за убийство, разбой и прочие преступления задержаны в Карасуйском районе по подозрению в групповом ограблении иностранного гражданина. Отмечается, что 15 декабря в 2:30 ночи в дом потерпевшего 57-летнего мужчины ворвались неизвестные лица в масках. Злоумышленники избили хозяина дома и связали скотчем. Обыскав весь дом, налетчики похитили 40 тысяч сомов, после чего скрылись. Правоохранители установили личности всех членов банды. Это 4 мужчин в возрасте от 30 до 42 лет. Все они жители Бишкека и Чуйской области. В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Фамилия, имя, отчество. Год рождения? 78-й. Ранее судим? Да. По какой статье? 104-й. Часть 2, срок 6 лет. Фамилия, Атыжин. Год рождения? 90-го года рождения. Ранее судим? Да. Хулиган. Почему из большого спорта приходят в криминал? О таком явлении, как спортовщики, накануне рассказал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. По его словам, они нисколько не уступают ОПГ. И действительно, в числе последних задержаний, наряду с арестами Камчи Асанбека и других, немало задержаний спортсменов, борцов, мастеров спорта, чемпионов страны и их близких, которые занимались вымогательством у предпринимателей. В агентстве спорта заявляют, что ничему плохому талантливых ребят спецшкол
школы и спортклубы не учат. Те, кто свернул с правильного пути из национальных сборных, исключают, несмотря на медали и титулы. Не делает для них исключения и закон. Так арестованного накануне борца греко-римского стиля Романа Царева водворили в СИЗО-1. Жить по понятиям и чтить воровской закон вместо гражданского всегда было образом существования для преступных элементов. Однако в этой сфере теперь новые веяния. На смену организованным преступным группировкам после нейтрализации крупных лидеров вышли спортовщики. Об этом накануне рассказал глава ГКНБ Камчыбек Ташеев. Председатель органов нацбезопасности напомнил недавние задержания и призвал спортсменов воздержаться от участия в криминальных структурах. Как бы нейтрализовали всех лидеров криминальных группировок, сейчас теперь уже вышли спортовщики. Спортсмены уже выходят. Вот вчера, буквально вчера, позавчера, по-моему, поймали спортсменов, борцов, так, мастеров спорта страны, чемпионов страны, их близких, родных братьев, которые облагали данью предпринимателей. Речь идет о задержании по обвинению в причастности к ОПГ, двукратного чемпиона мира по борьбе «Алыш», двукратного чемпиона всемирских игр кочевников на Иссык-Куле, депутата Джалалабадского Кенеша Нурбека Аканова. Немногим ранее ГКНБ провел задержание теперь уже официально уволенного с поста главы комитета по спорту мэрии города Ош Кылычбека Саркарбаева. Ему вменяют подделку документов, а именно паспорта с изменением фамилии. Саркарбаев, который на самом деле Сулайманов, ранее был осужден. Сменил фамилию и стал чиновником. Следствие также нашло доказательства его тесных отношений с лидером ОПГ Кадыром Досоновым по кличке Дженга. Саркарбаев, по данным ГКНБ, был замешан во многих криминальных разборках, в том числе в перестрелке с участием известного бойца по боям без правил Толагоном Рахман Бердиулу, который заявил, что Саркарбаев в него стрелял. Бывший чиновник – неоднократный чемпион страны по боевым искусствам, победитель международных турниров. А буквально 2 дня назад по подозрению в вымогательстве был задержан чемпион Кыргызстана по греко-римской борьбе Роман Царев. У нас есть положение кодекса спортсменов, а там про поведение спортсменов все там написано. Но этот кодекс уже давно действует. На основании этого кодекса мы решения принимаем, если со стороны спортсменов какие-то нарушения, какие-то правонарушения, если будет. Вот, например, на Романа Царева, это кодекс, как раз на основании кодекса мы исключили из состава сборной команды Кыргызской республики. Подавляющее большинство чемпионов Кыргызстана – воспитанники Республиканского училища Олимпийского резерва. Двукратный чемпион мира среди юниоров, серебряный призер Азиатских игр и чемпион Азии по греко-римской борьбе. Акджол Махмудов занимается здесь 14 лет. То, чем человек будет заниматься и в какую попадет среду, по его словам, зависит от того, какие цели он ставит перед собой. Я думаю, спортсмен не то, что в криминал, в политику не пойдет. Профессиональный спортсмен ставит перед собой цель и идет к этому, ни на что не отвлекаясь. Конечно, по пути есть много соблазнов, или они не ставили перед собой таких целей, или в какой-то момент остались без поддержки. Тут не только спортсмены, даже те, кто хорошо учатся, если окажется без поддержки, может оказаться перед таким выбором. Однако в жизни бывает не все так однозначно, говорит глава учебного заведения Кадырбек Иргешев. Винить одних только спортсменов в том, что они оказываются вовлеченными в связи с криминальным миром, нельзя, считает он. Случается так, что у ребят просто не остается иного выбора. Спортивная жизнь очень короткая, так дети в этом, спортсмены в этом не виноваты, то, что они попали в эту среду, так виновато общество. Виновато общество, почему? Потому что и тренеры, которые их воспитывали, и где они занимались, так они не уделяли этому внимания. Ни учебе, ни воспитанию спортсменов. Требовали со спортсменов только результат, понимаете? Выжимали со спортсменов соки, как говорится, полностью. Получали результат, а когда спортивная жизнь заканчивалась у спортсмена, он просто, как маленький ребенок, не знает, куда пойти, не знает, что делать. Понимаете, естественно, многие спортсмены уходят в криминал. Еще совсем недавно, по словам Иргешева, дисциплина в учебном заведении оставляла желать лучшего. Но сегодня правила ужесточены. Никаких нарушений распорядка и выходов за пределы территории. Строгий учебный процесс. Теперь, говорит директор, исключает из-за неуспеваемость в учебных дисциплинах, чего раньше никогда не было. В условиях карантина сейчас в училище усиленно готовятся к тренировкам около 100 лучших спортсменов. Впереди национальные первенства, а чуть позже уже лицензионный отбор на предстоящие в этом году Олимпийские игры, золото которых мечта каждого спортсмена. Между тем атлеты, нарушившие правила, или, как, к примеру, Царев, существующий кодекс этики спортсменов, автоматически исключаются из состава национальной команды и лишаются возможности добиваться путевки на столь важные соревнования. Каким бы ни были их достижения в прошлом, даже если они вернутся в спорт, драгоценное время и физическая форма будут навсегда потеряны, говорят в ведомстве. Болт Исаев, Акзат Тюлеев, НТС.
От дисциплинарной комиссии при Совете судей ждут важных решений, а в это время работа ее парализована, нет кворума. Тем более, что Замирбек Базарбеков, избранный в ноябре ее председателем, переназначен на должность начальника управления судебной реформы и законодательства аппарата президента. Из 9 членов места 3 и вовсе вакантны. Тем не менее, принимать решения против судей, переступивших закон, продолжали 6. А ведь накануне на пресс-конференции председатель Госкомитета нацбезопасности Камчибек Ташиев заявил, что намерен привлечь к ответственности нескольких судей, в том числе и главу Верховного суда Гульбару Калиеву. Кто будет выносить решение и будет ли оно, узнавал Кубат Коночпекулу. Дорогущие автомобили класса люкс, Lexus 570, Mercedes-Benz Гелендваген, многоэтажные особняки, отдых исключительно в экзотических странах, в Эмиратах, Малайзии, в Таиланде. Откуда средства на такую роскошную жизнь у простых судей, которые получают зарплату из государственного бюджета? Этим вопросом уже много лет задается общественность. И вот, наконец, его буквально накануне озвучил и председатель ГКНБ Камчибек Ташиев. Поставил, как говорится, вопрос ребром. Представители Фемида утверждают, что живут с имуществом, которое указано в декларации. Но ведь на практике все иначе, возмутился Ташиев и заявил, что совсем скоро настанет момент, когда все незаконно нажитое и укрытое от государства будет открыто. Разоблачать начали судьи Верховного суда Камиля Усманалиева, а накануне Ташиев заявил, что есть доказательства противоправных действий и со стороны председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. По словам Ташиева, под стражу ее возьмут только тогда, когда дисциплинарная комиссия примет решение. Дисциплинарная комиссия, если примет решение о согласии привлечения ее к уголовной ответственности, мы ее привлечем, несмотря на то ее большую должность. Оно примет решение, хоть сегодня, мы завтра ее задержим. Вскоре после этого Верховный суд выступил с заявлением, в котором говорилось, что публичные высказывания, осуждающие членов судебной власти, подрывают доверие общества к судебной системе и нарушают один из базовых принципов – презумпцию невиновности. Вина должна быть доказана в суде, а приговор вступить в силу. А далее в своем сообщении Верховный суд подчеркнул, что Калиева не имеет никакого отношения к делу о коррупции, о котором говорил господин Ташиев. Напомню, глава ГКНБ накануне отметил, что речь идет о коррупции при внедрении автоматизированной информационной системы «Местный суд», в результате чего казне страны был нанесен ущерб на 8 миллионов. Сообщается, что соответствующие должностные лица Верховного суда заключили фиктивный договор с IT-компанией. Однако суд заявил, что проект курирует Европейский Союз. Поэтому руководство высшего судебного органа и сотрудники не могут быть причастны в озвученных обвинениях. Судебный вид власти в последнее время часто сталкивается с неконструктивной критикой и обвинениями со стороны представителей исполнительной и законодательной власти, которые выносят в публичную плоскость вопросы, по которым проводится досудебная проверка. Камчибек Ташиев также сообщил, что обратился в дисциплинарную комиссию с требованием привлечь к ответственности еще 3 судей. Однако председатель ГКНБ воздержался назвать их имена. Между тем, есть предположение, что это судьи Бишкекского городского суда, которые выпустили на свободу главу Государственной регистрационной службы Насирбека Алмаматова. Он же, воспользовавшись этой возможностью, сбежал из страны, не заплатив штраф, и был объявлен в межгосударственный розыск. Однако не исключено, что были и другие судьи, которые в свое время получили лишь выговор от дисциплинарной комиссии. Между тем, судьба 3 упомянутых Ташиевым судей вряд ли решится в ближайшее время. Это потому, что работа комиссии приостановлена, а новый состав еще не определен. Комиссия состоит из 9 судей, 6 человек от президентского и судебного корпуса были представлены, а вот 3 члена из Джогорку Кенеша еще нет. Замирбек Базарбеков был назначен председателем дисциплинарной комиссии. Однако сегодня стало известно, что он, оказывается, уже возглавляет отдел судебной реформы и правопорядка в аппарате президента. Аналитики заявляют, что из-за такой работы комиссии судьи, которые переступили закон, останутся безнаказанными. Если говорить вообще про работу дисциплинарной комиссии, то здесь уже коррупционные риски у нас уже вызывает то, что они не хотят, опять же, рассматривают дела в закрытом заседании. Потому что мы всегда говорим, что самое первое, как нужно бороться с коррупцией, это нужна открытость и прозрачность. Это первый момент. Второй момент, тут важно отметить, что вот это вот их
как это, служебное расследование, которое ведут сами члены дисциплинарной комиссии, оно ведется чисто для галочки. Напомним, что на прошлой неделе судья Верховного суда Камиль Усманалиев был задержан по обвинению в незаконном обогащении. Состояние судьи, который много лет проработал в этой системе, просто огромное. 20 квартир лишь в столице. Напомним, скандальные задержания представителей судебной системы были зарегистрированы 2 года назад. Судья Свердловского районного суда Бишкека Эльвира Джаркеева была задержана по обвинению в коррупции. Вскоре после этого были возбуждены уголовные дела еще против 7 представителей Фемиды. Установлено, что они принимали незаконные решения в интересах преступных группировок, причастных к рейдерству недвижимости и земли иностранных инвесторов. Однако суд по ним еще не вынес решения. Джаркеева, находившаяся под стражей 2 года, вчера была освобождена. Кубат Хуанчпекулу, Ахмарал Сабатар, Сардар Аширбаев, НТС. Решение очередной судебной инстанции по мандату депутата Умурбека Текибаева снова принято не в его пользу. Сегодня прошел процесс в городском бишкекском суде. Сам иск, напомним, подал активист Тимирлан Ормуков, который потребовал суд признать возвращение депутатского мандата лидеру партии Атамикен незаконным. Ответчиком по этому вопросу выступает ЦИК. Орган отстаивает правоту своего решения по повторной регистрации Текибаева как депутата, обосновывая это тем, что приговоры судебных инстанций по обвинениям в коррупции Текибаева были отменены Верховным судом. Слушания по мандату уже состоялись в административном суде столицы, позже были обжалованы в городском. И сегодня последний оставил в силе решение первой инстанции. Об обжаловании этого решения высшей инстанции в ЦИКе пока не сообщают. Незаконно получила контракт, еще и сорвала все сроки его реализации с китайской компанией, которая должна была устанавливать дополнительные камеры. В рамках второго этапа проекта «Безопасный город» уже взыскано 59 миллионов сомов. Задержкой работ по установке оборудования заинтересовалась Генпрокуратура. Проведя проверку, надзорный орган выявил, что тендер по определению компании прошел с нарушениями. Напомним, что победителем Госкомитет информационных технологий признал китайскую Shenzhen Sunwin Intelligent. Проверка показала, что эта фирма не отвечала квалификационным требованиям, но предложила меньшую сумму. После заключения соглашения компания вовремя не внесла залог в сумме 265 миллионов 513 тысяч сомов, как указано в договоре. Нарушение Генеральная прокуратура выявила и у чиновников Госкомитета информационных технологий. Из-за незаконного выбора этой китайской фирмы по проекту «Безопасный город» ущерб государству исчисляется в размере почти 2,5 миллиардов сомов, так как до сегодняшнего дня она не выполняет обязательства по установке камер фиксации нарушений еще в 306 точках по всей республике. Строили больницы в разгар пандемии, а денег им за это не доплатили. Миллионы сомов задолженность перед компанией «Аскер Курулуш». Ее привлекали для капитального ремонта и перепрофилирования зданий на бывшей американской авиабазе Ганси. Генеральная прокуратура сообщила, что для этих целей между компанией и бишкекским жилищным отделом при Госкомитете по делам обороны был заключен договор на 42 миллиона 980 тысяч сомов. Компании жилищный отдел перевел лишь 39 миллионов 700 тысяч. Еще часть суммы – задолженность перед поставщиками стройматериалов. Общий долг – 7 миллионов. В надзорном органе сообщили, что если выявится нарушение в отношении указанного ведомства, будут приняты меры. Самые старательные и активные студенты, заслужившие за свои пятерки не просто похвалу, но и денежное вознаграждение. Президентские стипендии в размере 50 тысяч каждому сегодня вручили 70 учащимся республиканских вузов. Это единовременное поощрение, и список студентов ежегодно меняется. В этом году награждались техники, агрономы, учителя, военные и многие другие. В их числе особенное место заняли студенты-медики, ставшие волонтерами в красных зонах. В пик пандемии коронавируса. Репортаж церемонии из резиденции Аларча от Сабины Дамаскиной. Президентская стипендия – это не только поощрение за успехи в учебе, но и большая ответственность. Ведь именно эти отличившиеся студенты, будущие специалисты различных производственных и социальных сфер, опора и надежда, считает руководство страны. Потому ежегодно выделяет 50 тысяч сомов, как вознаграждение за их стремление в учебе. То, что из нынешней молодежи растут настоящие патриоты, особенно ясно стало этим летом, когда пандемия коронавируса достигла своего пика. Тогда многие решили не оставаться в стороне, но особенно
особенно сложно пришлось студентам медицинских факультетов, многие из которых добровольно отправились спасать жизни граждан, рискуя собственной. Перизат Анарбек-Кызы – одна из них. Сегодня будущий врач-эпидемиолог в числе стипендиатов. Когда каждый день по 80 человек, по 70 человек умирали, мы, студенты, просто не могли просто так сидеть, смотреть на все это. Мы вызвались просто волонтерить, сказали, давайте мы поможем. Когда мы туда пошли, я помню то, что там было 60 больных, и было 2 медсестры, я была и одна девушка. То есть ты просто морально не успеваешь за всеми, когда видишь это все. Ты готовишься морально к этому, то, что профессия тяжелая, то, что будут трудности, но когда ты видишь то, что на руках у тебя люди умирают, когда видишь их беспомощное состояние, ты не можешь ничего сделать, но хотя бы пытаешься как-то помочь. Я ощутила, что мы не зря выбрали эту профессию. Каким-то образом мы смогли хотя бы внести какой-то вклад. Юристы, лингвисты, военные, агрономы, транспортники, филологи и экономисты. В зале государственной резиденции Ала-Арча 70 самых усидчивых, самых трудолюбивых. Все они из разных университетов и практически из всех городов страны. Причем, если одни только в начале своего пути, то другие уже заканчивают университеты и точно знают, чем займутся после получения диплома. Моя будущая профессия – это логопед. Она находится на стыке 3 наук, таких как педагогика, психология и медицина. Пользуясь случаем, хочется выразить признательность своему вузу, Кыргызскому государственному университету имени Шенала Арабаева, так как она единственная по всему Кыргызстану выпускает специалистов по профилю логопед, олигофренопедагог и сурдопедагог. А реалии нашего мира показывают актуальность данных профессий, так как количество детей с ограниченными возможностями здоровья только увеличивается. С марта учебный процесс перестал быть похожим на предыдущие годы. Карантинные нормы, самоизоляция, лекции и семинары в дистанционном формате. Одни стали первокурсниками, другие онлайн защищали дипломные работы. Некоторое время потребовалось на то, чтобы приспособиться к такому виду обучения. Но несмотря на все сложности, у них получилось. Отметил это и исполняющий обязанности президента Талант Мамытов. В 2020 году мир пережил непростые испытания. Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб почти во все сферы деятельности человека, в том числе на систему образования. Наша страна, несмотря на сложности, возникшие с введением карантина, смогла и успешно вышла из непростой ситуации с меньшими потерями. Тот факт, что мы сегодня здесь собрались, вы стали стипендиантами президентской стипендии, говорит о том, что мы продолжаем с оптимизмом покорять высоты. И вот, собственно, тот самый долгожданный момент – вручения грамот и стипендий. Не так важен размер этого денежного вознаграждения, как внимание со стороны государства, признаются сами стипендиаты. Хоть многие из них и мечтали оказаться в этом зале, но цели во время учебы ставили себе куда глобальнее. Моя будущая профессия – инженер. Я стараюсь учиться на отлично, и все 4 года мне это удается. Сегодня для меня очень важный, волнительный момент, и значимую роль в этой моей заслуге хочу отметить. Сыграли мои родители и педагоги. Им большая благодарность. В будущем я намерен сделать все, что от меня зависит, для того, чтобы улучшить жизнь в стране и поднять экономику. Церемония вручения президентских стипендий в преддверии новогодних праздников как главный символ того, что мечты сбываются, но только в том случае, если для исполнения желаний и самому прикладывать усилия. Сабина Дамаскина, Владимир Кулбалдиев, НТС. Скорые, купленные на деньги от штрафов безопасного города, передали учреждениям здравоохранения. Официальная церемония передачи автомобилей прошла сегодня на Старой площади возле Дома правительства. 37 машин марок «Соболь» и «Газель». Их распределят между больницами 7 областей страны. Еще 12 реанимобилей марки «Форд Транзит» были приобретены за счет средств Исламского банка развития. Эти скорые оснащены ИВЛ-аппаратами. 6 из них передали Центру экстренной медицины Бишкека, 2 санавиации, 1 Таласской объединенной больнице. Новоселье под Новый год. Фельдшер села Восток Чуйской области Толкун Рахматова со своими детьми переехала в собственный дом. О ней мы рассказывали в сентябре в одном из выпусков новостей. Семья женщины на протяжении 5 лет жила в контейнере.
Местные власти провели электричество, утеплили пол. Снимать жилье семья уже не могла, все накопления уходили на лечение супруга. Мужчины не стало летом этого года. Неравнодушные люди захотели помочь женщине и построили дом. И вот теперь у Толкун Рахматовой и ее детей есть свое жилье, состоящее из 5 комнат с мебелью, отоплением и горячей водой. Мечта сбылась. Этот контейнер на протяжении 5 лет был домом для семьи фельдшера из села Восток Толкун Рахматовой. Здесь жила она, ее муж и 4 ее детей. Летом этого года супруг скончался от двусторонней пневмонии. Сюжет о фельдшере Толкун Рахматовой мы делали в сентябре этого года. До того, как переехать в контейнер, семья снимала квартиру. Но супруг внезапно заболел, у него отказали почки. И все накопления ушли на лечение. Контейнер предоставили местные власти рядом с местом работы женщины. Утеплили пол, провели электричество. Однако в таком доме зимой было все равно прохладно, а летом наоборот, невозможно дышать. Толкун проработала почти 15 лет в местном фельдшерско-акушерском пункте. И в благодарность за самоотверженный труд односельчане решили построить дом для Толкун и ее детей. Я сам житель этого села. Толкуна наш фельдшер нашего села. И с начала пандемии она, не покладая рук, даже у нее муж был на гемодиализе. Несмотря на это, она выходила рано утром, уходила. Скорая помощь, как вы знаете, не доезжала до нас. Муж у нее был на гемодиализе и скончался. И она осталась с 4 детьми. Мы это все видели и сообща решили построить ей дом. Дом возводили 2 месяца. Земельный участок купили рядом с ФАПом. И даже успели его немного озеленить. Рядом с домом посадили ели и березы. Новоселье фельдшер справила накануне. Праздновали всем селом. Теперь осталось из контейнера перевезти вещи. Заходите. Добро пожаловать в наш дом. Наш уютный, теплый дом. Просторно и тепло, говорит Толкун о подарке. О каком всегда мечтала она и ее дети. И вот под Новый год желание сбылось. Площадь дома почти 100 квадратных метров. 2 спальни, зал, кухня, кладовка, санузел. Воду проведут на днях. У всех своя комната, самое главное. Дочка, он даже стеснялась своих друзей, своих одноклассников домой приводить, потому что там некуда было это и стыдно было. И то, что это самое наше заветное желание у нас исполнилось. Нам сделали прям евроремонт, все, и люстры, и вот нам мягкую мебель, кухонный гарнитур нам привезли. Вот телевизор еще нам, детям еще. Теплый пол у нас с отоплением, все, 3-фазка. Уже елку нарядили, о ней дети мечтали. Раньше не то что елку, самим поместиться было негде. Контейнер ведь маленький. Теперь у Толкун единственное желание под Новый год. О чем может медработник говорить, как не о здоровье? Чтобы вот эта пандемия, вот этот коронавирус быстрее закончится. Все, чтобы близкие не болели, и сами все, все, чтобы берегли себя и своих близких. Анастасия Соболева, Турган Язов, НТС, Чуйская область. Чинару Мамаджакыпову признали благотворительницей года. Чтобы присудить это звание, проводился специальный опрос среди таких общественных объединений, как Совет женщин Кыргызстана, Аллея звезд, Жилгородок Совмина, Токсаба, Арча-Про и другие. Мнения показали, что именно Чинара Мамаджакыпова достойна такого почетного звания, как благотворительница года. Женщина уже 10 лет возглавляет общественное объединение «Аярзат». Церемония прошла сегодня в студии МКТВ. Обладательнице этого звания вручили статуэтку. Таким образом, была отмечена ее благотворительная деятельность. Отмечается, что во время пандемии Чинара Мамаджакыпова обеспечивала нуждающихся граждан лекарствами, медиков средствами индивидуальной защиты. За год через акцию «Садага», то есть пожертвования, она смогла собрать 16 миллионов сомов и помочь 5000 граждан республики. За свою благотворительную деятельность она уже не раз награждалась грамотами от различных министерств. Чинара призналась, что не ожидала столь почетного звания, однако останавливаться помогать людям не намерена, считает ее своим призванием. У нас есть филиалы в 7 областях страны. Мы помогали продуктами питания во время пандемии, а областям, которые расположены далеко, помогали деньгами. Как известно, Бог любит, когда мы делаем хорошие вещи. Мы очень волновались, значит, оценили наши усилия. Народ оценил, поддержал. Люди говорят о том, что мы делали, одобряют это. Для нас это большой стимул. На этом все. Наш выпуск завершит прогноз погоды на завтра. Мы же желаем вам приятных выходных. Увидимся в понедельник. До свидания.
России.